Алина, как часто ты бываешь в штабе татар и башкир? В последнее время из-за работы редко, на самом деле. Раза 3 в месяц, вот так. Раз в 3 месяца. Хорошо. А что ты ищешь в штабе? Во-первых, штаб помогает переживать тоску по родному краю. Ага. Тут я нахожу своих земляков, вот, людей по интересам, как-то вот коннектишься, вот так. А родом ты откуда? Татарстан, Набережные Челны. А летом была в Набережных Челнах? Да, у меня был отпуск 2 недели, вот, я все время провела в деревне тоже и в Челнах. Вот, как я и хотела, спокойненько, размеренно, от суеты Москвы вот отдохнула. А как часто вы бываете в штабе татар и башкир? Ну, довольно часто, когда приглашают, в общем-то, каждый раз, когда приглашают, да, всегда, когда получается, конечно, да. У вас очень интересный баян и очень красиво играете. Как вы выбираете репертуар? А что люди выбирают, то и играю. На слух. То есть, Прям? ну да, есть песни, которые я не знаю, никогда не играл, впервые в жизни приходится играть. Но это интересный эксперимент. Прям любую песню абсолютно. Абсолютно слух. Батарейку. Батарейку, Красиво. хотите сразу, что ли, в прямом эфире? Ой-ой-ой-ой, батарейка. Ну, не буду уж полную песню петь, да. Все, очень красиво. Что вы хотите пожелать людям, которые еще ни разу не приходили в штаб? Что они упускают? Пожелаю прийти сюда. И немедленно, я бы сказал. Сейчас сезон начинается, как раз открылся. Поэтому рахимитегес. Рахим Дагес, ждем вас. Самира, Да, мне сказали, ты здесь первый раз. Это так? это правда. Как ты узнала о штабе? Моя сестра мне об этом рассказала. Как твои впечатления? Замечательно, мне очень нравится. Люди добрые, приятные. Быстро нашла общий язык. Песни пела? Нет, еще не успела. А заказывала у баяниста? Баянист говорит, он все сыграет. Посмотрим. Но мы проследим обязательно и запишем на камеру. Какие твои 3 любимые песни? Сандугач, Фердус Тямаев, я знаю. Очень хорошая песня, мне нравится. Споешь? Нет, у меня голос плохой. Как часто ты бываешь в штабе татар? Мен бу штабта икенче генә тапкыр, беренче тапкыр беренче курста булган идем. Хәзер инде менә өченчегә күчтем. Икенче тапкыр килдем. Аңа хәтлек шул бер генә тапкыр булганым бар. И как тебе впечатление? Что думаешь об этом месте? Миңа бу оешма бик ошый. Шулай мотор иттереп барыбыз да җыелышабыз. Бу бердәм шундый чара. Миңа бик ошый. Рустам, как часто вы бываете в штабе татар и башкир? Не очень часто, по возможности, несколько раз в год появляюсь. А почему вообще в первый раз вы когда-то пришли сюда? Просто узнал о том, что в Москве есть место, где собираются татары, и, собственно, захотел его посетить. Было интересно познакомиться с единомышленниками и людьми одной национальности со схожими взглядами. Салям Халерничек, Салям, Бикшеп, как тебя зовут? Ралина. Ралина, как часто ты ходишь в штаб? Ну, вообще, я узнала про штаб только в прошлом году, была раза 3, а сейчас я планирую ходить каждую неделю. А что ты находишь для себя в штабе? Приятное общение, родственные татарские души. Мне очень комфортно здесь. Ралина, с каким интересным человеком ты успела познакомиться в штабе татар и башкир? Я бы сказала, что здесь не один интересный человек, здесь очень много красивых, интересных, ярких девушек. На самом деле татарочки реально очень здесь красивые. А парни как? Ну, парни тоже есть. Мне, в принципе, нравится общаться со всеми. Действительно, очень интересно, и можно найти много точек соприкосновения. Хороший и правильный ответ. А мы пойдем дальше. Диляра. Диляра. Альмира. Алмаз. Сегодня мы впервые узнали о штабе. Мы посетили Татарский культурный центр, на котором были представлены татарские землячества разных вузов Москвы. И там как раз нам рассказали о штабе и пригласили на встречу. То есть вы там узнали и сразу же прилетели сюда? Амбициозные ребята. А расскажите, из какого вы университета? Я из Института современного искусства, учусь на актерском факультете. Я из МГУ. МГУ юрфак. Какие у вас первые впечатления о штабе? Я была очень удивлена, что здесь все сделано настолько в таком большом масштабе. Мне очень понравилось, и действительно атмосфера была очень такая родная для меня, потому что мне было очень приятно услышать татарскую речь, и когда мы пришли сюда, тоже было очень интересно, и по-родному все. Первое впечатление, когда я сюда зашла, это было вау.
Это вау, как насколько здесь все дружно, атмосферно, и мне все очень понравилось. Мне тоже все понравилось, масштабы впечатляют. А как вам еда, люди? Еда очень вкусная, люди Очень дружелюбно. Ты что скажешь? Еда шикарная. И картины тоже. Их очень много, и они все такие красивые и необычные. Это правда. Что вы делали летом? Я отдыхала, расслаблялась. В Казани. Я тоже отдыхала летом после сдачи ЕГЭ, готовилась к ДВИ, сдала ДВИ, и вот готовилась уже к поступлению. Я еще сдал ЕГЭ по татарскому языку. Вот. В Казани. Насколько сдал? 89. Это из 100, это высокий показатель. Второй результат по Татарстану. Как часто ты хочешь ходить в штаб? И что ты ищешь? Штабка инде күбрәк ешрак йөрүсе килә, чөнки монда бөтен кешеләр шундый шат, йөзләре дә матур. Ешрак йөрүсе килә иде, әмма дә укыйм, шуңа бик еш йөрүгә туры килми. Йөреп А последний вопрос. Что ты хочешь сказать людям, которые ходят в штаб? Сез молодцы, шундый матур кичләр оештырасыз, оялмыйсыз, алга таба да шулай бердәм яшәргә язсын. Что еще вам здесь нравится? Ой. Ну, на базе штаба же организовано довольно много сообществ татар, каких-то отдельных, небольших групп, там групп побольше. И проводится довольно много активностей, не знаю, татар-мафия, какие-то выезды на природу, картинг, выезды на мотоциклах, просто поездки за город, поездки в лагерь, вот которые сейчас, например, недавно организовывали. И мы провели выходные за городом в таком вайбе а-ля из детства. И вы во всех этих мероприятиях участвовали, которые вы перечислили? Ну, за несколько лет набралось. Расскажи, пожалуйста, как ты провела лето? Может быть, домой ездила? А если домой, то куда? Мин үзем Татарстаннан, җәй көне мин авылда гаиләм белән булдым. Шунда гел авылда үткәрдем бөтен җәйне дә, сагынган идем бик. Шуңа күрә алар белән шулай күңелле генә үтте. Что ты делала этим летом? Я была у бабушки в деревне, вот, помогала по хозяйству, вот, весело время провела. А в какой деревне ты была? В Пензенской области. Что вы пожелаете людям, которые еще ни разу не ходили в штаб? Что они упускают? Я пожелаю им, конечно, сюда прийти, окунуться в эту атмосферу так, маленького, не знаю, Татарстана в Москве и найти для себя что-то новое, что-то получить в свою жизнь и сделать ее немножко ярче. Рустам, последний вопрос. А вы готовы привести на следующую встречу, в которую вы придете, 5 человек? Обязательно приведу. Что ты хочешь передать всем людям, которые ходят в штаб? Может быть, какое-то послание, совет? Приводите побольше друзей с собой, не бросайте походы сюда, участвуйте во всех мероприятиях, которые мы организуем, помогайте, будьте активными, это всегда вам окупится.